Китайские власти задержали 43-летнего Рози Хаджи и 37-летнего Мамета Хамдулу, построивших медицинский центр в Кызылджа-Хамаме, расположенном в Анкаре. Строительство центра началось в 2017 году. Младший брат бизнесменов Омар Хамдул сообщил, что правительство Китая пресекает попытки уйгурских бизнесменов вкладывать средства в экономику других стран. Также Омар Хамдул заявил, что старший брат получил 25 лет тюремного заключения. О судьбе среднего брата Омара и его семьи ничего не известно. Один из албанских университетов отказался от продления соглашения с Олси Джазекси после того, как журналист осветил беспредел китайских властей и положение узников лагерей перевоспитания. Олси Джазекси, являющийся гражданином Канады, посетил Восточный Туркестан 16 августа и осветил всю правду о лагерях перевоспитания. Журналист рассказал о физических и моральных пытках, которым подвергаются уйгуры и другие тюрки. По его словам, Китай пытается убедить весь мир в том, что ислам не является частью жизненного устоя жителей уйгурского региона и запрещает им совершать молитву и другие виды поклонения. Джазекси считает, что Китай оказал давление на Албанию, в результате чего Албанский университет отказался с ним работать. Принявший участие в собрании НАТО в составе турецкой делегации депутат от партии ИИ в городе Эрзурум Наджи Дженисли поднял вопрос Восточного Туркестана. На своей странице в Твиттере Дженисли опубликовал следующий пост. Во время собрания НАТО мы подняли вопрос нарушения прав человека в уйгурском регионе, продолжающийся на протяжении десятилетий, и призвали демократические государства осудить Китай. На своей официальной странице в Твиттере президент США сообщил, что Вашингтон и Пекин в скором времени подпишут торговое соглашение. Трамп пообещал перенести введение новых пошлин в отношении импортируемых игрушек, телефонов и другой продукции Китая стоимостью в $160 миллиардов, которые должны были вступить в силу с 15 декабря. Сообщения о подготовке США к введению санкций в отношении Германии в связи с проектом «Северный поток-2» вызвали недовольство германского правительства. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас осудил решение администрации Трампа следующими словами: «Решения, касающиеся энергетической политики Европы, принимаются в Европе, а не в США. Вмешательство внешних сил и санкции категорически неприемлемы». Законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении компаний, участвующих в проекте, будет рассмотрен Сенатом США на следующей неделе. Всемирный уйгурский конгресс провел в столице Евросоюза важное мероприятие. В Брюсселе прошло 6-е собрание Генерального управления Конгресса. Одновременно представители Конгресса приняли участие в конференции, организованной Европейским парламентом в поддержку уйгуров.